Чувашской государственной филармонии, где проходит церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля теле- и радиопрограмм «Человек и Вера», сейчас работает наша съемочная группа. С авторами лучших журналистских работ успела пообщаться наш корреспондент Людмила Майкова. Ее репортаж с места события. Праздничное воодушевление царит в фойе Чувашской государственной филармонии. Сюда стекаются участники и гости фестиваля. «Человек и Вера» – это особенное событие в культурной и духовной жизни России. Ежегодно мастера слова из разных уголков страны находят интересные факты, рассказывают об эпохальных событиях, представляют на суд зрителей берущие за душу истории людей, посвятивших жизнь России, Богу, милосердию. Об этом снимают фильмы, создают радиопрограммы и телеочерки. Всероссийский фестиваль начал свой путь по стране в 2014 году. Его родиной можно считать столицу Сибири Тобольск. ВГТРК и телерадиокомпания «Регион Тюмень» дали старт большому медийному проекту. Его актуальность и значимость подтверждают сотни участников и неизменный интерес зрителей. Большая честь в этом году, в год культурного наследия народов Российской Федерации, объявленным таковым президентом Российской Федерации, принимать данный фестиваль на нашей земле. Несомненно, фестиваль, как уже было сказано, очень, скажем так, затрагивающий глубинные струны каждого человека, потому что более 200 народов и народностей Российской Федерации говорят на еще большем количестве языков. Только в Чувашской республике проживает у нас 128 народов и народностей. Самое главное, все живем очень дружно. И я приветствую всех еще раз. Благодарю организаторов, во-первых, за такую последовательную работу. Рифат Абдулвагапович, прежде всего, в вашем лице весь коллектив ВГТРК за идею, которая, как вы говорили, родилась в Тобольске, дальше развивается. Уверен, пусть у нас будут перехватывать другие города, национальные республики, области, края Российской Федерации. Суть и идея фестиваля, об этом уже говорилось, она заключается не в том, чтобы показать, как ходить в храм, молиться, а показать им духовно-нравственный поиск человека. Человек не может жить без веры, как говорил Иоанн Кронштадтский. Без веры не только в Бога, без веры в себя. Без веры в себя, в своих близких и в свою страну. Фестиваль ВГТРК объединяет СМИ со всей страны. В этом году в адрес оргкомитета было прислано более 170 работ из 80 регионов страны. Государственные и частные телерадиокомпании, творческие группы, талантливые авторы готовы говорить со зрителями на самые важные темы. О своих работах нам рассказали финалисты фестиваля «Человек и Вера». Некий репортаж о человеке, герое нашего времени, батюшка в довольно мудром возрасте, в 70 лет, научился кузнечному делу. И за 3 года буквально он не только выковал внутреннее обрамление храма, но и выковал 100 метров забора. И для тех, кто хоть чуть-чуть знаком, что такое кузнечное дело и представляет объемы этой работы, наверное, даже не возникнет сомнений, что ему помогали высшие силы. Ранее медиафорум принимали Тобольск, Казань, Вологда, Псков, Тверь, Кострома и Калуга. На этот раз центром фестиваля стали Чебоксары. Здесь был разработан собственный дизайн наградных статуэток. Голубь – это символ веры, а золотая рука олицетворяет мастера своего дела. И первая статуэтка отправилась в руки председателя жюри фестиваля Рифата Сабитова. Такие же статуэтки сегодня получили лучшие из лучших в 5 номинациях. Кроме того, были вручены спецпризы. Так, например, специальный приз, учрежденный Чебоксарско-Чувашской епархией, представляющий собой авторскую копию в бронзе памятника святителю Гурию Казанскому, отправился в руки Сергея Коровина, финалиста фестиваля из города Ярославль. Награды нашли своих героев. Главное же, что подарил нам фестиваль, это вдохновение. Людмила Майкова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.